Процесс распространения механических колебаний в среде называют механической волной. Например, части натянутого горизонтального шнура смещаются относительно положения равновесия в вертикальном направлении. Волны, направление распространения которых перпендикулярно направлению колебаний частиц среды, называются поперечными. При воздействии на край пружины по ней перемещаются сгущение и разрежение. Волны, направление распространения которых совпадает с направлением колебаний частиц среды, называются продольными. Длиной волны называют расстояние, на которое распространяется волна за время одного периода колебаний. Длина волны обозначается буквой лямбда и измеряется в метрах. За скорость волны принимают скорость перемещения гребня или впадины в поперечной волне, сгущение или разрежение в продольной волне. Скорость волны равна отношению длины волны к периоду колебаний. При одной и той же частоте скорость волны, а соответственно и длина волны, зависит от среды, в которой они распространяются. В таблице приведены значения скорости звука в разных средах при разной температуре. В твердых телах скорость звука больше, чем в жидкостях и газах, а в жидкостях больше, чем в газах. Это связано с тем, что молекулы в жидкостях и твердых телах расположены ближе друг к другу, чем в газах, и сильнее взаимодействуют. Сравнительно большая скорость звука в гелии и водороде объясняется тем, что масса молекул этих газов меньше, чем других, и, соответственно, у них меньше инертность. Скорость волн зависит и от температуры. В частности, скорость звука тем больше, чем выше температура воздуха. Причиной этого является то, что при повышении температуры увеличивается подвижность частиц.